хочу принести вам от той части русского народа, который все это понимает и очень сильно переживает, извинения от русского народа, чеченскому народу, народу Ичкерии, который пострадал от России. Это страшная трагедия, и пока это все не восстановится правда, я, например, не обрету покой, это точно. Это моя позиция, поэтому я прошу прощения от лица русского народа. Я знаю прекрасно все ваши перипетии, что с вами случилось, как вас преследовали, как вы достойно из всех ситуаций выходили, всегда сохраняя честь и достоинство. Я перед вами преклоняюсь, как перед героем и перед легендарным человеком. И поэтому вопрос у меня первый, как к интеллектуалу. Вот скажите, пожалуйста, как можно сохранить себя в этом мире сегодняшнем, где все смешалось, где зло поглотило добро, правду, справедливость? Как сохранить себя, честь, достоинство, правду и просто не погибнуть под этим, морально не погибнуть, да? Скажите, пожалуйста. Инна, добрый день. Я начну с первого вашего высказывания. Это меня на самом деле очень сильно тронуло. И вы знаете, вы второй человек в моей жизни, который именно этими словами высказались. Первый это был Александр Литвиненко. Когда мы с ним встретились в Лондоне в 2002 году, даже просто после нашей первой или второй встречи, извинился. И знаете, что он сказал еще? Он тогда, его мальчику было 6 лет, Анатолий был. Когда мы уже начали разговаривать, общаться, познакомились поближе, он сказал: Ахмед, я свой выбор сделал. Это не столько касается вас. Да, я переживаю, очень сильно переживаю за судьбу вашего народа. Я признаю и осознаю, что если даже в Первую войну я не понимал, и я был, мы были на разных баррикадах, скажем так, в период Первой войны. Он был участником, он бывал на Северном Кавказе, участвовал в каких-то операциях. Он говорит, мое отношение изменилось ко всему этому, когда в Первомайске мы пленили, я думаю, может, вы и читали это, он в своей книге писал это, мы пленили мальчика, ему было 15-16 лет. И когда мы ему задали вопрос, почему ты здесь среди этих бандитов, он как раз вел допрос, почему ты здесь среди этих бандитов, тебе надо учиться, у тебя вся жизнь впереди, почему ты присоединился к ним, почему ты пошел на войну? Он сказал, весь класс шел, и я пошел. И он говорит, я вспомнил своего деда, который рассказывал про Великую Отечественную войну, когда он рассказывал, что они всем классом ушли на войну. И говорит, с этого момента я понял то, что мы сейчас делаем, что это неправильно, и что нам никогда не победить этот народ. Но он говорит, главное, я хочу сейчас, и то, чем я сейчас занимаюсь, это я делаю, чтобы моему сыну, когда он вырастет, и когда история будет разбирать это все и давать этому оценку, чтобы ему не было стыдно за своего отца, за себя, за меня, чтобы ему не было стыдно. Вот поэтому я извинился, вот поэтому я и пытаюсь помочь изменить ситуацию в Чечне. Так что, Инна, вы вторая, первым был Александр Литвиненко, мой друг покойный. И теперь относительно второго вашего вопроса. Ну, не думайте, что я хочу ответить вам как бы комплимент или за признательность. Вот, Инна, вы, ваш супруг и те люди, которые погибли, отстаивая добро, вот вы и помогаете оставаться человеком всем. Я думаю, что вы являетесь тем мерилом, когда можно, находясь в гуще событий, и когда основная масса находится в каком-то маразме, не знаю, в каком-то экзотическом маразме величия, или я не знаю, как это объяснить, вы сохраняете человечность, и вы остаетесь на стороне правды и добра. И вот вы и
помогаете всем тем, кто наблюдает за вами, кто втянут вот в этот заколдованный круг насилия, оставаться человеком. Спасибо вам большое, огромное спасибо вам. Я, пользуясь случаем, хочу и вас, и вашего супруга поблагодарить. И всех тех, которые оставались людьми все эти годы и проявляли какое-то, не то что заботу, но вы не были безразличны, вы не были равнодушны к той трагедии, которую переживает чеченский народ и не только чеченский народ сейчас. Но как вы правильно или ваши собеседники отмечали в своей беседе, началось все это с Чечни. 99-й год становления Путина, и вот этот вопрос, который возник тогда в мире, да, who is Mr. Putin, он полностью раскрылся именно в Чечне. Хотя все и понимали, кто он такой, но тогда просто закрыли глаза на все, что он делает и что происходит в Чечне. И, к большому сожалению, мы сегодня имеем то, что мы имеем. Ну, твердо можно сказать одно. Но я не знаю, радоваться этому. Я не радуюсь и не злорадствую. Но я знаю точно одно, что Путин перестал быть исключительно чеченской проблемой. Он сегодня является проблемой номер один всего мира. И всех людей доброй воли, которые видят свое будущее не сквозь призму того, что видит Путин и его окружение, а что-то другое, и что-то другое отстаивает в этом мире. И придерживаются каких-то других ценностей. Вот для них он является сегодня проблемой, для всех. А можно я вам задам такой вот личный вопрос, поскольку я очень интересуюсь вот психологией вот этого зомбирования, пропаганды и давления на человека, да, на сущность, где человек слабый, где человек сильный. Вот скажите, как человек, который для меня просто, какой-то недосягаемый, правда, с точки зрения, героизма, вот как пережить, так практически, когда на вас вот такой идет наезд мощной машины, когда на вас там подают в Интерпол, да, когда вас запрашивают, там, когда вас арестовывают, вот чувство этого человека. Инна, я на самом деле не хочу сосредотачиваться на каких-то личных моментах, потому что то, что произошло со мной, это произошло с тысячами людьми, с тысячами. Просто мой вопрос и то, что касается меня, оно вышло на первый план, и оно было подхвачено, и оно появилось и в прессе, и в газетах, и в каких-то даже в международных институтах рассматривался вопрос, допустим, когда в Дании меня задержали, там практически американцы все, и Хейг, и Бзежинский, все, кто такие именитые политики, да, политики с большой буквы, они комментировали это событие. Парламент датский просматривал, и после моего задержания, и после всего, что со мной произошло в Дании прошли реформы. Они провели реформы в связи с тем, что именно вот этот мой случай им дал возможность рассмотреть поближе то, что они выстроили законодательно. И там у них получились какие-то недочеты. И вот с чем было связано? С тем, что меня задержали и арестовали ночью, когда я спал в гостинице. И там вопрос стал, как это так? Человек, значит, в Дании не может лечь спать, что он должен ожидать, что 2 часа, 3 часа к нему ворвутся в номер или в дом и его заберут. Где мы живем и что мы строим? Вот этот вопрос стал. И вот то, что Министерство юстиции и Генеральная прокуратура находились под одним человеком, вот этот момент они пересмотрели. И они разделили полномочия Министерства юстиции. И были ряд других моментов. То есть я имею в виду то, что со мной произошло, несмотря на все эти проблемы, личные проблемы, которые я испытывал или испытываю, продолжаю испытывать, и угрозы, и преследования. Это же ничего не прекратилось, все продолжается. И, естественно, мне задают вопрос, сколько, уже 20-25 лет с момента начала всех этих противостояний, такого открытого противостояния между Россией и Чеченской Республикой, с этого момента идет это преследование и угрозы. И это реально, да, это реальные угрозы, это реальное преследование. И
когда вот так же, как вы, что вы испытываете, или как вообще с этим. Ну, к этому привыкнуть, я вам скажу честно, нельзя, Инна. К этому никогда не привыкнешь. Но с этим жить, оказывается, можно. Просто когда ты вынужден с этим жить, и ты начинаешь продолжать жить и делать то, что ты делаешь. Самое главное для меня, на самом деле, это оставаться вот в публичной сфере. Потому что все, что от меня требуется, это чтобы я замолчал. Это чтобы я не говорил. Это чтобы я согласился и смирился с тем, что сделали с моим народом, с тем, что продолжают делать с моим народом. Вот этого от меня хотят. И я всегда прошу Всевышнего дать мне силы, чтобы не сломиться, чтобы пройти до конца вот этот путь. Я уже пожилой человек, мне, в принципе, смерть, мы все смертные, мы все умрем рано или поздно, это вопрос времени, да, и это вопрос, который абсолютно нас не касается, и мы не властны продлевать срок или же сокращать его. Это еще предопределено Всевышним еще до нашего появления. Я очень верующий человек, и я верю в это, и, наверное, вот это относительно вот этих рисков, безопасности, угрозы, вот что мне помогает, это вот это. Потому что я знаю, что это, какие бы эти угрозы не были бы реальными и серьезными, я знаю, что это может произойти только по воле Всевышнего и то, что мне предопределено, и не более того. Я знаю, что до тех пор, пока не будет решена проблема взаимоотношений России и Чечни, это будет продолжаться. И раз я уже втянут в этот процесс уже лет 25, я был вовлечен во все политические и другие процессы, которые шли между Россией и Чечней. И есть четкое видение того, что мы могли бы разрешить вот этот затяжную историческую проблему между Россией и Чечней. Это неопределенность взаимоотношений. У меня есть, и у нас есть четкое видение, как мы могли бы это разрешить. И, конечно, я пытаюсь в любом случае на свой век приложить все усилия, чтобы мы могли поставить точку на этом кровавом нашем прошлом и определить нормальное человеческое взаимоотношение и будущее для наших будущих поколений, для наших будущих потомков, чтобы не перекладывать на них вот всю эту ответственность за эту трагедию, и еще, чтобы они продолжили, естественно, я бы этого очень не хотел. И я очень надеюсь, что найдутся в России силы, люди, которые вот именно с этой позиции будут подходить к решению этой проблемы, а не с позиции «мы великие, мы правильные, мы все можем, мы особые». Нет, когда нация или человек, когда мы начинаем рассуждать вот этими категориями, мы особые, мы избранные, это они подчеркивают свою ущербность на самом деле. Я не хочу оскорблять никого, не хочу оскорблять, не хочу не унижать, да. И я не расист абсолютно, я очень далек от этого, но это исключительно только так я могу понимать это, да. Вот особенность, она в ущербности. Мы Богом созданы все одинаковые, и лица, цвет, да, мы разные, чтобы мы узнавали, да. Ну а так мы по-своему, Всевышний нас создал одинаковыми, и все возможности у нас одни, и поэтому мы и должны жить так, и должны исходить из этого. И когда кто-то начинает брать на себя функции выше, чем заложил Всевышний нас, оно подчеркивает ущербность, и в конечном итоге этот человек или этот народ или эта страна, они проигрывают. Вы знаете, поскольку я родилась в Грузии, в Тбилиси, и у меня совсем другой менталитет, чем в России, то есть в меня Грузия вложила вот это отношение просто к человеку как к человеку, как к ребенку Всевышнего. Любой человек – это создание Всевышнего творения, поэтому как можно вообще кого-то делить, да? Все одинаковые, все равны. Это то, что внушила в меня Грузия, она меня так воспитала. И поэтому, когда я столкнулась с реальной Россией в Петербурге, и когда я этого не увидела, то есть у меня был шок, и я вообще не поняла, как с этими людьми общаться. То есть все то, что я знала, мне пришлось выкинуть
и умереть как этому человеку, родиться какому-то новому, какой-то пустышке и пытаться... И это очень хорошо получилось. То есть можно зарабатывать, очень все комфортно, все замечательно у меня было. Но, понимаете, в итоге это очень все отразилось плохо на моей душе, так скажем, да, потому что никакие машины, никакие дома, это все ведет к разрушению человека, если это не оправдано вот какой-то другой идеей, да, такой человеческой. Как недавно один мальчик из Молдавии, он говорит, а почему, если говорить правду о России, то это русофобия? Я говорю, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мы просто говорим правду. Я хочу, чтобы этот народ излечился. Это моя задача. Я не хочу его тоже унижать, оскорблять, быть русофобкой. Совсем нет. Я хочу, чтобы мой народ пришел в себя, очнулся. Ой, Инна, родная, вы такой вопрос задали. Если бы мы имели ответ на этот вопрос, я думаю, что мир совершенно по-другому развивался бы. На самом деле, вот эта часть территории и это население, оно является во многом тормозом в развитии человечества. Не только там соседи, а всего человечества. Вы обратите внимание, что вот сколько веков уже продолжается, когда Запад или другой мир, или Европа, которые прошли через те же круговерти, да, и колониальные войны были, и захватнические войны были, и цивилизацию западные страны несли какие-то другие страны, как пыталась Россия это делать. Но все осознали и остановились, да, и решили, что дальше продолжать так жить нельзя. А Россия находится еще вот в этом каком-то своем вот империалистическом экстазе, и они не замечают, что мир изменился, люди изменились, что люди другие ценности. А как я столкнулся первый раз? Вообще для меня, вот ребенок, да, вы выросли на Кавказе. Мы жили в Чечне после депортации. Я родился в Казахстане, мне даже года не было, когда мы вернулись. И я начал уже вспоминать, начал мое становление, если мои старшие братья помнят Казахстан, потому что они там родились. У меня все было связано с Чечней. И это было связано с моим селом, с моим городом. Тогда это было село Урус-Мартан, потом он стал Грозным. И мы с моим другом, я, кстати, в своей книге об этом написал, мы с ним на выходные, на праздничные дни, на праздники ездили в Грозный. От нашего Урус-Мартана, это районный центр, оттуда такси уходило и автобусы. Мы накапливали какие-то деньги, и когда у нас набило там 2 рубля, 3 рубля, когда мы вдвоем накопили, и мы ехали в Грозное. Нам было 11-12 лет, 10 может быть. Естественно, наши родители и наши старшие не знали, куда мы, что. Мы доходили до центра, оттуда садились или на автобус, или иногда даже позволяли себе на такси, в зависимости от того, сколько мы накопили с ним. И мы знали точку, это был центральный рынок в Грозном. Мы приходили туда, гуляли вокруг этого рынка, там мороженое купим или что-то. И, естественно, русская речь, русские люди. В Грозном это русский город был. Потому что чеченцы, это я потом уже начал понимать, чеченцев не прописывали, чеченцам нельзя было находиться, постоянное место работы, прописка. Но дальше мы начали расширять нашу географию. Мы там изучили маршруты этого троллейбуса. И я вообще почему это рассказываю, как я оказался первый раз в общественном транспорте. Это был троллейбус. Не троллейбус, а трамвай. Грозненский трамвай. Мы с ним сели, естественно, детские впечатления, взрослые люди вокруг, все. И нам, естественно, общаться было легче на своем языке, на чеченском. И мы общались на чеченском языке. Для меня первый удар, который я получил от нашей такой сверхнациональной, как у нас называлось это, дружба народов, да, и все мои братья. Первый урок получил подзатыльник от женщины, русской женщины, за то, что мы разговаривали на чеченском языке. И она не сказала, не разговаривайте на своем языке, на чеченском или на... Она сказала, я это помнил, это у меня отлегло, разговаривайте на человеческом языке. Представьте себе, на человеческом языке. С этого момента у меня пошел процесс, я пытался
осознавать, что происходит. Да, долгие годы мы, родители, вот 23 февраля, праздник, мы праздновали этот день. В школу мы шли, родители нас наряжали, одевали в чистые какие-то это самое. И мы ждали этого праздника, потому что 23-го обычно девочки дарили книги мальчикам. И для нас это был что-то, какой-то невероятный день, когда мы шли в школу в этот день. И долгие годы я не знал, что это за дата. Потому что родители не говорят. Это, оказывается, был самый трагический день в истории чеченского народа, где полнаселения было уничтожено. И мы этот день праздновали. Вот понимаете, вот изуверство вот этой системы. Сначала вас убивают, вас унижают, вас оскорбляют, вас делают инвалидом, калекой, и потом еще вас заставляют остаток жизни, если вы выжили, восхвалять этот день или вот эту систему, которая с вами вот это сотворила. Вот это я не понимаю, как русские с этим могут жить. И, конечно, то, что последний удар для меня, вот, не то, что удар, мое полное разочарование, вот вы мне задали вопрос, и вы меня вызвали на такое откровение. Кстати, первый раз я об этом я говорю первый раз публично. Я учился в Воронежском институте на актерском отделении. У нас был преподаватель, были много преподавателей. И один из наших преподавателей, я пригласил его в Лондон, уже находясь здесь. Он приехал, такая хорошая встреча была. Я повозил его по Англии, он приехал с женой и с внучкой. Вот все, что можно было, куда повезти, и в Шотландию, и в Уэльс, и везде мы побывали. Потом второй раз он приехал. Мне искренне, я даже нуждался в нем, потому что все-таки это были мои юные годы. Жизнь все-таки была другая, и у нас были другие планы, и мы хотели по-другому выстроить нашу жизнь, наше будущее. Мы видели немного в другом цвете. И мне с ним было приятно общаться. Он профессор, ведущий специалист по актерскому мастерству. Он был номинантом и был признан лучшим педагогом актерского мастерства в России. То есть человек не с улицы, да, скажем так, не с подворотни, который рассуждает категориями там, мы какие мы, вот, нам бы лишь бы это самое, весь мир, чтобы нас боялся. И сказал, интеллектуал. Это 2014 год. Третий раз, когда мы с ним встретились. И как мы встретились? Мы от нашей группы, мы организовали ему такой евротур. Ему, его супруге, это самое. И мы с ним уже потом там, на той стороне Ла-Манша, в Брюсселе мы с ним встретились. Мы созвали очень много наших однокурсников, которые оказались здесь. Мы устроили встречу с нашим преподавателем в Брюсселе. Естественно, очень интересно было, очень здорово, вспоминали детские годы, разные люди, уже почти у всех и внуки уже есть, да, и у него. Естественно, без политики мы не об 14 год, события в Украине. Он мне говорит, Ахмед, Украина не государство. Я говорю, как, что вы? Нет, это наше. У меня было такое ощущение, Путин сам по себе, человек маленького роста, серый, незрачный, абсолютно. Страшно, не он страшен, да? В конечном итоге, в конце концов, человеческая жизнь, она короткая. Если даже никакие перемены, реформы, оппозиция человек просто умирает и уходит из этой жизни. А вот что он востребован обществом, и что после Путина может быть Мутин такой же, да, потому что его создадут, его сделают, его вырастят, как вырастили Путина, да, абсолютно серая личность. Я не хочу переходить на личности, но я помню,
первое его появление на политической арене. Я вице-премьер правительства, у нас переговоры с Россией. И когда он первый раз появился, ну, было понятно, что какие процессы происходят. И Ельцин его объявил своим преемником. Для меня был, непроходной, абсолютно непроходной. Думаю, что... И вот с этого момента я ожидал, что что-то должно произойти. Если его объявили преемником, и чтобы народ его принял, значит, должно что-то такое произойти. И это произошло. Это взрывы домов в Волгодонске, Буйнакске, в Москве. Инна, дело в том, что 90% российского населения, российское общество знают, что эти взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске были организованы российскими спецслужбами. Они это знают, и они с этим живут. И сегодня, когда уже ни для кого вообще не секрет, да, кто такой Путин, вот Чубайс, великий демократ, реформатор, человек, который якобы сделал другую Россию, он сегодня добровольно берет на себя функции быть представителем Путина в международных институтах. Вот что страшно, дорогая. Вот что страшно. Потому что, появились Инна Курочкина, Андрей Курочкин, Анна Политковская, там, я не знаю, мемориал, несколько человек там. Но я помню, в Москве проходил многие годы, собирался митинг, антивоенный митинг против войны в Чечне. Большие города, Петербург, Санкт-Петербург, Москва. Каждый четверг проходило какое-то, там появлялись 3, 5, 6 человек от всей России. Это именно даже тогда, когда сотнями груз-200 шел в Россию. Россия, она необъятная, она и 200, 300, 30, 10, 15 тысяч там распределить по всей России, да, это никого нет. Но то, что особенно первая война, она освещалась хорошо. Люди не могли не понимать, что происходит. Даже элементарно жители Грозного, русское население, русскоязычное население, которые оказались вот в этом аду, да, под этими бомбами, они имели родственников в России, они рассказывали. То есть это не было закрытым, это не было закрытой темой. Но однако до последнего момента, пока они не уткнулись носом и их не вынудили остановить войну, эта война продолжалась. И когда сегодня говорят, вот Ельцин, демократические реформы, Инна, о чем вы говорите, о чем мы говорим, какие реформы, какой демократ, о чем? Человек, который стер с лица земли город, до 80% город Грозный был уничтожен, на 80%. С жителями 500-300 тысяч русского населения было в этом Грозном, русскоязычного населения. Я слышал с Хусейном в вашем фильме, но отношение чеченцев, вы выросли в Грузии, вы сказали, я это не знал. Были чеченские русские, которые бежали, когда началась война, ушли в Россию. И после, когда она завершилась, эти люди вернулись. Это при мне происходило. Потому что их там не принимали. Их называли чеченскими русскими. Они не могли ужиться даже в своих родных каких-то, со своими родственниками. Потому что другой менталитет. Несмотря на всю эту единую систему, но сама среда и вот эта земля, Кавказ, да, он немного отличается, он другой. А почему бы не оставить его другим, да? Это же интересно. Всевышний вот нас создал разные, да, и рельефы, и природа. Для России, для русского человека, для всего человечества было бы лучше иметь вот это какой-то другой край. Это интересно и для туризма, и для всего людям должно быть интереснее, чтобы не постоянно жить в одной какой-то коммуналке. Нет, надо было всех загнать в коммуналку. Вот так мы и будем жить, и не иначе. Сначала было крепостное право,
всех хотели сделать рабами. Кто сопротивлялся, они были приговорены к уничтожению физическому. Почему длилась 25 лет война на Кавказе? Кавказская, большая Кавказская война, хотя она длилась несколько столетий. Дело в том, что происходило. Война это была, рабы шли покорять свободных людей. Ничего, никакую цивилизацию они не несли туда. Какую цивилизацию можно нести? Вот я просто по примеру, по чеченскому. Вот в то время, в тот период, вот в момент соприкосновения с Россией, это 400 с чем-то лет назад, в Чечне высшая мера наказания в Чечне являлась изгнание. Не было тюрем, не было смертной казни. Были места, где вот человек кто-то теряет что-то, да, места, где выкладывали эти вещи. То есть принцип был первый, да, у нас были институты свои. Мехкел – это этот же парламент, который потом уже и в Англии появился в это время, он был парламент. И принцип был первый среди равных. Ни царь, ни батюшка, ни султан, ни эмир, никто. Первый среди равных. И были крестьяне, которыми торговали, да, рабы. Их меняли на борзых собак, да, и они шли с цивилизацией на Кавказ, где все было настолько гармонично выстроено, и люди жили абсолютно в достатке, и в самодостаточно было все. Вот шли нести цивилизацию. И теперь цивилизация или приобщение к мировой культуре, к мировому всему, это сохранение языка, письменность, да? Вот за эти 155 лет с момента как бы покорения Чечни 3-4 раза нам меняли алфавит. Вот за 105, представьте себе. Это почему сегодня чеченский язык, он занесен, как бы признан одним из таких, которые теряющихся. Именно по этой причине. Вот это та цивилизация, которая, это и алкоголь, и наркотики, и все, даже болезни, это сам Ермолов писал императору, даже чума их не берет. Представьте себе, для того, чтобы покорить этот регион, этих людей, туда специально завозили инфекционные болезни. Вот. Они испробовали все. Вот для чего? Вот я не понимаю, для чего. 6-7 часть света, 30% от всех земных ресурсов, 30% находится на территории этой страны. Казалось бы, эта страна должна купаться, эти люди должны купаться в достатке. Но вот что произошло на самом деле? Это же самая нищая страна. Вот уйдите за пределы там Садового кольца. Ну, об этом многие говорят. Я просто тоже жил в России, я ездил. Это же наша страна была, СССР. Я на самом деле любил ездить на машине. Я не любил самолеты. На машину сел, поехал, любую точку зрения, ты проезжаешь, все это видишь. И был еще один момент, когда мы, вот Грозный, город Грозный, это промышленный центр на Кавказе, заводы, фабрики. А чеченское население, 80% чеченского населения были вынуждены выезжать за пределы республики для работы. Нас не принимали ни на заводы, ни на фабрики, никуда. Чеченцев, это была установка была такая. И поэтому мы ездили и в Казахстан. В основном чеченцы это были Казахстан, когда в результате вот этой депортации были знакомые места. Или же ездили в Центральную Россию. Я был несколько раз и в Казахстане, и в Центральной России. Я видел, что там происходит и как люди живут.
И это сегодня продолжается, ничего там не изменилось. И вот этот мой преподаватель, который живет там же, вот этой Черноземье, в Центральной России, который получает за свою работу какие-то копейки, ну, для него важно, что Украина не государство. Он, профессор, получает там 120-130 долларов или евро, да, он перебивается, но его это устраивает. Лишь бы Украина была не самостоятельным государством. Вот этот подход, и вот все, что там есть, и вот этот ресурс, и богатство, люди могли жить совершенно в другом измерении даже, в каком-то. Но их устраивает то, что у них есть сейчас. Вот. И я не могу это объяснить, потому что человек, как правило, он просто по природе, Всевышним заложено, он должен стремиться к лучшему, добиваться лучшего и для себя, и для других, создавать какие-то более лучшие условия для проживания, для детей, для всех. Ну, нет, вот там это не работает. Там живут какими-то другими категориями. И, естественно, и это явление Джохар Дудаев назвал русизмом. Вот точное определение, ну просто другого нет. Вот есть, можно называть русофобами, там, русофилами, но это русизм. Откуда оно берет свое начало? Я не могу. И когда это закончится? Ну, я думаю, тогда, когда, может быть, вот уже последнее поколение может смениться, и поэтому уже... Хотя я разговаривал с англичанами, которые, в принципе, сидят и наблюдают за ситуацией, да, и они считают, вот английский подход Англии был такой, да, как можно больше молодежи забирать сюда на учебу, чтобы они учились, и приобщать их к другой цивилизации, к другой, чтобы они уже на ментальном уровне, чтобы у них изменилось мироощущение, мировоззрение, чтобы в последующем изменить ситуацию там. И они жалуются, что эти люди, которые здесь находятся, они больше путинисты, чем те, которые там. Это же все внуки всех тех, которые сегодня обслуживают это население, да, вот эти корпорации. Его нельзя назвать государством, там создали мощные несколько корпораций, которые сегодня имитируют государство. И в международных институтах и организациях ООН, других, они представляются государством, а государства там нет на самом деле. Это кланы, которые сегодня управляют и эксплуатируют население и наживаются на вот этих всех природных ресурсах, которые имеют там. И ничего не создают, кроме того, что они берут, продают и откладывают деньги здесь на Западе. Никакого развития ни в каком отношении там нет. И быть не может. И вот эти, в основном-то 90% вот этих студентов, которые находятся здесь, это же ихние сыночки, потому что другие люди, нормальные люди не могут, у них нет возможности направить сюда учиться, потому что это 50 тысяч, 100 тысяч, я не знаю, какие-то огромные средства. Естественно, это они их и поддерживают. Если бы больше пользы было бы, наверное, от того, если бы вот этот капитал, который они гонят сюда, да, и эти их внуки, дети, правнуки, которые здесь живут абсолютно не заботясь о том, что происходит, и их это устраивает. И с ними другую Россию не построишь, с ними другую Россию не сделаешь. И вот получается какой-то замкнутый круг, Инна. Я не знаю. На самом деле я не знаю. Наверное, только с распадом. Я не говорю о распаде, только с трансформацией. И вот то, что сейчас происходит, я думаю, что это все к этому идет. Вот, да, 9 регионов там. Вот до тех пор, пока вот это особый путь, он не уйдет, до тех пор, пока есть особенность этой территории.
А особенность заключается в том, что это самое большое государство, самое много природных ресурсов, самое там большое население, самое-самое. Вот это самое, вместо того, чтобы направить на пользу себе, оно направлено совершенно в обратном процессе. Вот пока они не избавятся от этого самого, и не будет ничего другого. Поэтому эта страна должна трансформироваться в какое-то другое государственное образование, разделиться на несколько государственных образований, и тогда они начнут жить, сами начнут жить для себя, и уже им будет не до других, да, они дадут жить и другим. Вот до этого момента ничего не изменится, к сожалению. Замечательные слова вы сказали сейчас, все справедливо. Как вы относитесь к такому сейчас отношению к проблеме? То есть говорили, да, была война, было страшно, но это все дело прошлое. И давайте, вот смотрите сейчас, как все там хорошо в Чечне, как люди мирно живут, зачем нам ворошить прошлое. Это такая позиция таких вот, мещан, добропорядочных достаточно, которые не хотят себя беспокоить вот дополнительными проблемами. Они говорят, давайте вот так все, да, действительно было, мало ли что еще в прошлом было, да. Вот, например, в Украине там тоже побушевали фашисты, уладится, кто там, все, мы вас простим, забудем. Тоже в Чечне там, давайте все забудем, сейчас там вон как хорошо. Инна, давайте я скажу только относительно Чечни, да? С Украиной там есть кому сказать, это, да. А то, что происходит сегодня в Чечне и что сделал Путин. Война, да, война уносит жизни, разрушение. Разрушение можно с годами восстановить. Погибшие, со временем тоже эта боль притупляется. И это тоже, с этим тоже к этому привыкаешь и продолжаешь жить. А вот то, что Путин сделал сейчас, это не уходит. Помимо разрушений, помимо численном отношении, помимо потерь, населения около 300 тысяч погибших. И сегодня в назидание всему миру этот народ поставлен в такое унизительное положение. Вот я почему говорю принцип первый среди равных. Чечня и чеченцы всегда гордились тем, что на самом деле, даже в отличие от других кавказских народов, у нас не было такого классового деления. Мы, этот этап, феодальный этап, мы проскочили его, в принципе, не было. Ни князей не было, ни разных сословий не было. И мы всегда к этому относились, страна, народ, у которых не было князей, у которых не было рабов. То есть не было князей, это значит не было рабов. Да? Вот это самый главный посыл. Вот люди, которые всегда в Чечню стремились, и об этом и писали и беглые из России, из других регионов, кто был преследуем чем-то или освобождался от рабства, они переселялись в Чечню и начинали жить в свободной стране, свободными. А то, что сегодня сделал Путин, это у него, оказывается, такая была ненависть к чеченцам вообще. Потому что придумать такое, то, что он сейчас делал с чеченцами, это невозможно было. И никто не мог бы предположить. И вот эти люди, Инна, на самом деле я придерживаюсь какой-то политкорректности. Нельзя по отношению к своим политическим оппонентам переходить какие-то рамки дозволенности. Но то, что сегодня имеется в виду в Чечне, и то, что поставил Путин, это не политические оппоненты, это моральные уроды. Они не чеченцы, они не русские. Вообще это какая-то определенная категория людей, предателей, которым дали все. И они продали и предали все и вся. И теперь врастили тело, это инородное какое-то инородное вещество, инородное тело в организм чеченского общества. Это они.
Кадыров, Демирханов, Давудов, а они все герои России, академики России. Это же российские политики, да? Вот этого чеченцы никогда не простят. Я уверен в этом. И это никогда не пройдет, Инна. Дело в том, что то, что вы отметили со временем, с годами, ну и было, ну и ладно, ну давайте переживем. Это не было, не прошло, это есть. Вот пока присутствует и вот это будет существовать этот режим, это никуда не ушло, никуда не уйдет. И вот пропасть отчуждения между нашими народами, почему Путин совершает преступление, я считаю его военным преступником и вообще преступником. Политики уйдут, Путин уйдет, там, Закаев уйдет, разница, Кадыров, все уйдут, но народы должны жить. А вот то, что он закладывает сегодня между нашими народами, вот этому нет прощения. Потому что если в какой-то период, какое-то время, разошлись, да и разошлись, после распада СССР, да, декларация о государственном суверенитете, Россия выбрала свой путь, чеченцы выбрали свой путь, разошлись и разошлись. И никакого антагонизма или же неприятия по отношению друг к другу у чеченцев и у русских не было. И это очень четко показала война. Идет война, а российские матери живут в Чечне в поисках своих сыновей. Где это было, когда это было, в каком... Это показатель того, что не было вражды между нашими народами. А вот то, что он сегодня делает, устанавливая кресты в Чечне и называя улицы бандита и разбойника Кадырова и называя какие-то площади его именем, это в последующем отразится на отношениях между нашими народами. Вот что страшно. И вот что никуда не ушло. И вот поэтому нам надо все-таки пережить путинизм. Нам нужно, вот пока мы еще живы, люди, которые имеют отношения, нормальные отношения и взаимоуважение друг к другу, мы должны разрешить эту проблему с тем, чтобы оно потом не имело дальнейшее негативное развитие. Чтобы каким-то образом попытаться сблизить вот эту пропасть отчуждения, которую образовал Путин, Ельцин и Путин, нам нужно проложить вот этот мостик. А он в чем заключается? Это в том, что, да, несмотря на все наши сложности и сложные взаимоотношения с Россией, но сегодня в природе существует договор о мире между Россией и Чечней, который Путин в одностороннем порядке денонсировал и как бы считает, что ничего этого не было. Оно есть. Вот нам все равно в последующем придется вернуться к этому. И именно поэтому мы сегодня пытаемся сохранить. Да, мы потеряли территорию, да, мы не контролируем сегодня то, что находится в Чечне. Но мы сохранили правовую основу чеченского государства, на основе которого был заключен вот этот договор о мире. И чтобы мы могли вернуться, мы это делаем не только для себя, для чеченцев, мы это делаем и для русских. Потому что другой альтернативы этому нет. И никакого другого документа в природе определения взаимоотношений России и Чечни не существует, кроме конфронтации, кроме войн, кроме кровавого прошлого. Вот есть единственное вот это белое пятно, на котором мы можем сегодня собраться и определиться. И он дает простор для маневра. Можно устраивать абсолютно нормально, с учетом интересов и Чечни, и Кавказа, и России. Можно все это, и мы это сделаем, иншаллах. Мы это сделаем, и мы должны это сделать. Иначе если мы сегодня дадим себя еще на какие-то 300-400 лет втянуть вот в это противостояние, то, что суровый Путин закладывает, история нам этого не простит, наши потомки нам этого не простят. Мы должны это закончить. Вы пережили, и ваш народ, и кого я здесь вот встречаю в Европе, вы знаете, какие-то восхитительные люди, с которых хочется брать пример, которых я, просто редко где увидишь. Просто восхищаешься, откуда люди, пережившие войну, видевшие страшное, которые, после этого вообще не знают, что с человеком происходит. Наоборот, откуда-то берется такой образ какого-то величественного человека, такого достойного. И
Откуда это? Можете объяснить? Откуда берутся эти силы и эта красота? Потому что вы необыкновенно красивые люди. Вы нам помогаете оставаться такими. Всевышний нас создал, да, всех нормальными людьми. И оставаться нормальными людьми вот в процессе вот всего, что произошло с нами, была Анна Политковская. Я просто свой пример говорю. Был Владимир Буковский. А вот вся эта надуманная такая вот, вернее, конъюнктурщики, да, это правозащитные организации, журналисты, которые обслуживают сегодняшний режим и прочее, это немного другое. Это российская демократия, российская правозащита заканчивается на Чечне и на чеченском вопросе. Но есть люди, это как бы, пусть их мало, они единицы, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, наше будущее, оно связано с Россией. Мы обречены жить вместе. И иначе, если мы не найдем какой-то выход из этого, да, вот это будет продолжаться. И мы выйдем из этого заколдованного круга насилия, который в истории нашей имеет, к большому сожалению, очень долгую историю. Спасибо большое, Ахмед, спасибо. В первую очередь я хочу сказать, что я верю, что Ичкерия будет свободной.